Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». С вами Надежда Саханская. Сегодня глава республики Айсен Николаев подведет некоторые итоги работы за июль 2025 года. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Добрый вечер. Весенний паводок в этом году прошел относительно спокойно, однако водная стихия дала знать о себе летом. Сразу несколько районов пострадали от дождей. Расскажите, как сейчас идет работа по ликвидации последствий паводка, как организована помощь пострадавшим? Конечно, летний паводок этого года, дождевой паводок по Индигирке, он достаточно серьезно ударил по Аймяконскому району, по населенному пункту Кюбергене-Абыйского района. И сегодня по территории республики объявлена чрезвычайная ситуация как раз в связи с наводнением в данных районах. Я сам тоже побывал, с людьми поговорили, встретились, посмотрели разрушения. У нас пострадало, вот если говорить по жилым помещениям, порядка 140 с лишним жилых помещений. Это дома, это квартира. К сожалению, 5 жилых помещений, 5 домов в Аймяконском районе, они не подлежат восстановлению. И сегодня будут уже приниматься меры по строительству нового жилья для проживавших там людей. Пострадало сельское хозяйство, потому что сегодня сельхозугодия под водой. Пострадали также и сельхозпостройки. Потери скота, к счастью, минимальны. Свыше 2 километров теплосетей у нас не повреждено, их просто с оснований смыло. Сейчас теплосервис должен работу провести по их восстановлению в кратчайшие сроки. Ну и, соответственно, конечно, и проверку устроить. На самом деле могут быть и внутренние повреждения по ряду теплосетей. По электросетям работа, в принципе, проводится достаточно оперативно. Дорожники в кратчайшие сроки уже, проезды восстановились. Сейчас идет работа по окончательным работам по региональной дороги Аймякон. Уверен, что тоже до 2 августа все работы будут полностью там выполнены. Дальше, конечно, уже стоит у нас работа по дальнейшей подготовке жилых помещений, которая сегодня активно уже началась. И хотел бы поблагодарить бригады из 15 районов. У нас уже график есть, по которому эти бригады будут прибывать. И отдельная бригада по Северо-Восточному федеральному университету тоже создана, которая тоже будет работать по графику. В первую очередь, конечно, у нас самое большое количество пострадавших жилых помещений — это у нас Аймякон. Их там у нас 122. Уверен, что все работы будут проведены вовремя. По выплатам свыше 1800 заявлений от людей подано. 500 с лишним — это как раз на возмещение, на финансовую помощь по потере имущества, там или 50, или 100 тысяч на человека. Ну и по 10 тысяч по всем тем, кто находился в этот момент в зоне стихийного бедствия. Выплаты уже идут полным ходом, списки тоже все составлены. Конечно же, хочу поблагодарить волонтеров, всех тех, кто сегодня по всей республике помогает жителям Аймяконского и Абыйского районов. Уверен, что те традиции солидарности, взаимовыручки, которые всегда были присущи якутянам, и в этот раз помогут нам с бедой справиться. Я отдельное совещание проводил с компаниями-недропользователями. Все компании выразили готовность помочь, уже сейчас помогают. Кто-то завозит стройматериалы, кто-то дает технику для работ на или дорогах, или на таких аварийно-восстановительных работах. То есть полным ходом все включились. У нас вся эта работа идет под координацией первого зампреда правительства Дмитрия Ильича Садовника. Уверен, до начала отопительного сезона мы с задачей возвращения сел, пострадавших от дождевого паводка, к нормальной жизни справимся. Конечно, при этом остаются и другие вопросы, более такие глобальные, в том числе связанные с руслоуправлением реки Индигирка. Понятно, что река постепенно меняет свое течение. Это такой процесс природный, он на всех реках происходит. Но сейчас пришел как раз период, когда эти изменение русла реки, оно уже начинает реально угрожать населенным пунктам, расположенным вдоль Индигирки. И мы видим, что по Аймякону, например, проблема уже просто
назрела, и здесь какие-то меры, связанные, даже еще раз говорю, не с берегоукреплением, а именно с изменением русла, надо нам будет принимать в ближайшие годы. Но, тем не менее, пожароопасный сезон проходит гораздо более спокойно, чем в прошлые годы. Какова обстановка на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас в республике 21 пожар на площади свыше 21 тысячи гектар. Можно просто цифры прошлого года привести. В этот день у нас было 131 пожар на площади свыше 1 миллиона гектар. То есть у нас кратно, на порядок меньше сейчас площадь, пройденная пожарами. Это, конечно же, результат большой работы, которая у нас получается благодаря решениям президента прошлого года, когда было серьезно увеличено финансирование, увеличена штатная численность в итоге, но открыты новые авиаотделения. Это и правильное применение самолетов, которые вызывают осадки в начале сезона, когда у нас была трудная ситуация. Мы помним, что в сезон мы входили очень трудно, и вот тот же Верхоянский, Авиано-Батантанский район, они начали гореть практически как никогда рано, еще в начале мая месяца, и были такие непростые моменты, но, слава богу, мы с задачами справились. До сегодняшнего дня я считаю, что у нас идет процесс нормально. Ну и вот сегодня из этих 21 пожара подавляющее большинство — это два района, это Тампонский и Верхоянский. В них 18 пожаров из 21. Вот. Ну, в этом году у нас вот как раз вторая половина июля отмечается тем, что аномальная жара все-таки стоит у нас по северо-востоку республики. Вот. И вот как раз это дает знать, и высокий класс пожарной опасности, он как раз сегодня мог бы быть характерен, например, для наших южных, западных районов, но он сегодня как раз по нашим северным территориям. И у нас есть даже ландшафтные пожары в Анабарском, Оленёкском районах. Вот. Но уверен, что мы все равно, благодаря вот той помощи, которая была оказана президентом, благодаря правильной работе наших служб, с вызовами справимся, и лесопожарный сезон этого года успешно завершен. Работа у нас ведется в разных направлениях, в том числе в июле этого года запустили золотоизвлекательную фабрику на месторождении Хвойное. Как это скажется на промышленности республики в целом и как это увеличит объем добычи золота? Фабрика в Алданском районе на месторождении Хвойное — это одна из самых современных, знаете, таких инновационных, экологически соответствующих требованиям сегодняшнего времени фабрик вообще не только республики, но и России, мощностью переработки 3 миллиона тонн руды, до 3 тонн золота. Компания Селигдар, она вот вкладывается очень серьезно последние годы в развитие производства. Сейчас она добывает в среднем где-то 7,5-8,5 тонн золота. Но вот эта прибавка и реализация других проектов, она, конечно же, позволит компании достаточно серьезно добычу нарастить. И, конечно, нельзя забывать, что Селигдар является основным акционером Кючуского золоторудного месторождения, крупнейшего у нас на севере, которое тоже в ближайшие годы уже начнет, скажем так, приобретать уже черты реального проекта. Что касается добычи золота по республике, она у нас стабильно растет. И как раз я хочу сказать, что золотопромышленники, благодаря их хорошим ценам на золото мировым и вот благодаря увеличению добычи, они сегодня реально являются одними из крупнейших плательщиков налогов в бюджет республики. Порядка 25 миллиардов рублей мы ожидаем в этом году. Ну и, конечно же, это позволяет нам балансировать как раз ту недостающую, скажем так, налоги, которые у нас выпадают, к сожалению, и по алмазам, по углю, из-за низких мировых цен, из-за падения спроса. Но вот еще раз говорю, то, что у нас наша экономика горнодобывающая держится на нескольких таких крупных китах, то есть и на алмазах, и на угле, на золоте, отдельно еще нефть и газ. А это позволяет нам, этот далеко не простой период проходить, по крайней мере, достаточно спокойно. Да и в целом июль богат на события, связанные с добывающей деятельностью. Мирный, например, отметил 70-летие со дня основания города, столько же лет исполнилось алмазодобывающей промышленности. Какие ключевые достижения города и компании «Алроса» были подчеркнуты вот в рамках этих юбилейных мероприятий? Знаете, 70 лет назад состоялось событие, которое коренным образом изменило историю нашей республики.
Если бы в истории Якутии не было добычи алмазов, конечно, Якутия никогда бы не была такой, какой она является сегодня. И сегодня мы не будем забывать, что свыше 30% налоговых поступлений в бюджет республики – это как раз поступления от компании «Алроса». За последние 10 лет 630 миллиардов рублей перечислено в компании. Огромная работа ведется компанией также и по социальной направленности, ответственность своего бизнеса, свыше 70 миллиардов рублей тоже на различные цели направлены. Ну и сегодня, конечно же, Мирный ассоциируется в первую очередь с алмазодобычей. И вот на празднике мы встречались и с людьми, и на торжественном заседании я говорил о том, что мы должны помнить о наших ветеранах, о тех людях, которые стояли в самом начале алмазодобычи, о том поколении, которое в основном состояло как раз из тех людей, которые вернулись с Великой Отечественной войны. Много героев Советского Союза работало в компании в тот период, которые прошли как раз Великую Отечественную войну. И я, кстати говоря, предложил аэропорт Мирного, который сейчас строится. Это абсолютно новый аэропорт, и новое аэропортовое здание, новая взлетно-посадочная полоса. К 2027 году как бы мирницам здесь подумать и присвоить имя одного из легендарных людей алмазной промышленности, алмазного города этому аэропорту. Это, наверное, было бы достойно. Ну, люди поддержали, особенно ветераны компании, и уверен, что после обсуждения с населением Мирнинского района мы такое предложение руководству страны сделали. Вот. В целом, я считаю, что несмотря на все проблемы, которые сегодня есть по мировому алмазному рынку, компания достойно держится, выполняет свои социальные обязательства. Ну и, конечно, будем делать все, чтобы флагман нашей промышленности также достойно шел вперед. А вместе с ними развивался и город Мирный, и в целом Мирнинский район, и вся наша республика. Но неспроста все-таки Мирнинский район называется алмазной провинцией. Айсан Сергеевич, предлагаю вот еще о чем поговорить. В июле Алексей Петров с позывным «Медведь» из Верхневилюйского района был удостоен высшей награды, звания Герой России. Это 12-й Герой России из нашей республики. Как вы считаете, какие качества и ценности присущи людям, которые совершают такие подвиги на поле боя? Алексей Петров очень цельный человек. Я с ним познакомился еще весной этого года. Мы с ним по телефону разговаривали, когда он раненый как раз был на лечении в госпитале. С тех пор я поддерживаю его. Рад, что Верховный Главнокомандующий по достоинству оценил его подвиг, а подвиг на самом деле абсолютно такой великий, так, когда он один практически в окружении врагов, раненый тяжело, 8 дней сражался, уничтожал врага. И его подвиги в составе 39-й гвардейской мотострелковой дивизии, конечно же, это отдельная история. И недаром и командующий группировкой при встрече со мной, сейчас прилетал замкомандующего, тоже все в один голос говорят, что подвиг Алексея Рафаэловича Петрова с позывным «Медведь» — это такая золотая страница в истории и самой дивизии, ну и, конечно, всей восточной группировки и всех вооруженных сил. Уверен, что характер Алексея позволит ему все трудности преодолеть, восстановиться. Так, мы ему будем помогать, конечно же. И уверен, что он осуществит свою мечту, а он со мной встречался, он реально хочет и дальше продолжать заниматься сельским хозяйством. Планов у него много, и, конечно, мы будем ему в этом помогать. Сейчас уже он должен поступить на обучение в университет аграрный, и уверен, что и в учебе, и в работе у него все получится. Вы также встретились как наставник с героями России Дмитрием Куценко и Николаем Соболевым в рамках программы «Время героев». Они начнут стажировку у нас здесь, в родной республике. Плюс ко всему у нас есть своя региональная программа «Якутия. Земля героев». Там 25 участников уже прошли отбор, начинают свое обучение. Как проходит стажировка? Что касается Дмитрия Куценко и Николая Соболева, я ребят тоже хорошо знаю. Это мужественные офицеры, подполковники сейчас, герои России, гордость и Якутии, и всей страны. Они прошли тоже очень большой отбор, были отобраны во вторую программу президентскую
Россия, ну, «Время героев», так российская программа. Напомню, что в первой потоке у нас Игорь Юрген прошел обучение, так. И, конечно же, для меня было очень, знаете, так ответственно и почетно, я бы сказал, да, когда они вышли со мной на связь и попросили, во-первых, меня быть их наставником в этой программе, а во-вторых, они выразили желание, чтобы стажировку прошли именно на территории республики. Сейчас они ее проходят. Стажировка очень насыщенная. Это ознакомление с работой органов государственной власти и министерств отдельно взятых, правительства, администрации, территориальных органов федеральной власти, муниципальных образований. Вот, для того, чтобы вот как раз люди, у которых есть огромный боевой опыт, военный опыт, уже быстрее интегрировались в вопросы госуправления, муниципального управления. Вот такие стажировки абсолютно необходимы. Но я с ними встречался, беседовал, буду еще встречаться, помогать им. Ребята очень хотят быть полезными своей стране. Ну и, конечно же, вот тоже сейчас думают, что, может быть, они окончательно бы связали бы уже свою жизнь дальнейшую именно с родной республикой. Хотя, конечно, им уже сейчас и предложения и не только из других регионов, но и из федеральных органов власти поступают. Уверен, что сделают они правильный выбор. Но главное, чтобы, вот еще раз хочу подчеркнуть, вот те ребята, которые сегодня защищали страну, мужественно защищали, героически защищали, так, они получили тот опыт, те навыки, которые позволят им дальше управлять страной. И именно на это настраивает нас наш президент, и я полностью поддерживаю. И вот наша программа «Якутия. Земля героев» как раз на это нацелена. Вот из первых 25 человек, которые у нас уже обучаются, ну, 2 уже назначение получили на должность заместителя министра. Мы и дальше будем их целенаправленно, ребят, всех продвигать, готовить, помогать им адаптироваться, и не только адаптироваться, но и получить новые знания, которые позволят им качественно, эффективно управлять нашей республикой. Сейчас в полном разгаре сенокосная страда. Как проходит кормозаготовительная кампания в разных районах республики? Знаете, у нас заготовка кормов в этом году идет спокойно. В принципе, травостой неплохой. Конечно, есть вопросы, связанные с осадками в ряде районов. Ну, это такая стандартная, типичная ситуация. Конечно, проблемы есть по Имыконскому району. Мы однозначно району будем помогать, но с учетом того, что там общий весь объем, который необходим для прохождения зимовки 3500 тонн, так, я думаю, что этой задачей Минсельхоз Республики уверенно справится. Поможем обязательно сельхозтоваропроизводителям Имыконского района. В целом, вот еще раз хочу сказать, что у нас кормозаготовка идет нормально. Сейчас порядка уже свыше 10% сена заготовлено. Планы есть. Ну, у нас обычно всегда исполнение плана там под 90-95%. Я думаю, что и в этом году год не станет исключением. Какая поддержка оказывается сельхозпроизводителям в этом сезоне? Она у нас идет в первую очередь, конечно же, по линии Министерства сельского хозяйства и муниципальных районов. В целом, я вообще считаю, что то, что полномочия сейчас переданы муниципальным районам, оно все-таки было более правильным. Оно все-таки видно, что эффективность выросла. Районы более погружены в тематику сельского хозяйства, большинство. Хотя, конечно, есть и отстающие. Исполнение планов по заготовке молока тоже неплохое. Сейчас 52% уже годового плана выполнено. Но если смотреть по цифрам, где-то вот сегодня 33 с лишним тысячи тонн уже заготовлено. В прошлом году было 30 с лишним. То есть ну, где-то процентов на 10 молока уже заготовлено больше, чем по прошлому году. Поэтому уверен, что вот эти все механизмы поддержки сельского хозяйства, они свою эффективность новые показывают. Но, конечно, будем дальше работать, потому что с места много разных предложений и с муниципалитетов, и от сельхозтоваропроизводителей. И ряд из них вот мы как раз на совещании с главами ВДКЛ рассматривали. Многие из них я поддерживаю, и мы обязательно их будем дальше в рамках совершенствования и законодательства, и нормативных документов правительства принимать и решать.
Тогда давайте дальше поговорим про Татинский улус, потому что в июле там состоялась 22-я по счету спартакиада игры Манчары. Приняли участие в ней более 7 тысяч человек, как спортсмены, так и судьи, волонтеры и прочие люди, которые имеют отношение к этому большому мероприятию. В рамках спартакиады также атлеты установили 9 новых рекордов, а вот следующее пройдет уже совсем скоро, в 2029 году, но в Хангаласском районе. Какие-то работы уже начаты там по организации предстоящего события? Во-первых, я бы хотел, конечно, поблагодарить всех тех, кто принимал участие в подготовке и проведении 22-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в Татинском улусе, в селе Туккюль. Это и строители, это и те, кто непосредственно готовил и проводил соревнования. Это, конечно же, жители Татинского улуса, огромное количество волонтеров, всех тех, кто обеспечил проведение этих игр на очень хорошем, высоком уровне. Считаю, что благодаря этим играм сейчас у нас Туккюль преобразился, появились замечательные объекты, и не только спортивные, но и образовательные, объекты здравоохранения, асфальтирование появилось, общественное пространство. Ну и, конечно, в целом село преобразилось буквально вот за последние 4 года. Это хороший, достойный результат, и уверен, что он послужит таким мощным импульсом для развития Татинского улуса и села Туккюль в частности. И, конечно же, такого же результата мы ждем и по Покровску, по районному центру Хангаласского улуса, где в 2029 году игры пройдут. Мы первое заседание уже провели, определились с основными подходами по строительству объектов. Конечно, желаний много у района, так, но понятно, что исходя из тех необходимых, скажем так, зданий, сооружений, которые должны быть построены, споров не вызывает строительство нового стадиона и строительство крупного многофункционального спортивного комплекса в Покровске. Ну и по остальным объектам там и школы предлагаются, и есть предложения по другим спортивным объектам, культурным объектам. Решения будем рассматривать и вместе с районом принимать. При этом хочу отметить, что, конечно же, очень много сейчас работы именно на уровне района должно быть проведено, и администрации города. Это и выделение земельных участков под строительство, их освобождение от каких-то других обременений. Это и подготовка генерального плана, который по Покровску очень серьезно устарел. Это и, скажем так, подходы к созданию фондов, которые будут помогать проведению игр. Вот, в Татинском улусе это бы очень хорошо было организовано именно на уровне улуса. Поэтому работы много, и здесь я еще раз подчеркнул на этом совещании, что и правительство, и администрация улуса, администрация города, в целом население улуса, они все должны работать в единой такой большой команде для того, чтобы 23-е игры Манчары, они прошли на самом высоком уровне. Последний раз они проходили вот как раз в Покровске далеком уже в 93-м году. Тогда в них участие приняло всего лишь порядка 500 спортсменов, а вот прошедших в Тате играх уже 2200 спортсменов приняло, то есть уже более чем в 4 раза увеличилось. Это говорит о том, что вот игры у нас на подъеме национальные, к ним огромный интерес, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы это был и праздник спорта, и, конечно же, мощный импульс для развития Хангаласского улуса. Но в Хангаласском районе, если я не ошибаюсь, будет запущено еще одно строительство. Я имею в виду, что в этом провели совещание, посвященное увековечению памяти Михаила Ефимовича Николаева. Вот какие решения были приняты, что появится? Я провел в Актюнцах совещание по исполнению моего указа по увековечению памяти нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. У нас в рамках создания мемориального комплекса на месте его погребения прошел большой конкурс всероссийский. Был отобран победитель уже свыше года назад. Компания «Града», молодые якутские архитекторы. И сейчас вот проектно-сметная документация, которая ими подготовлена в течение этого времени, она уже практически уже прошла госэкспертизу. Мы ожидаем ее получения положительное уже где-то числа 10 августа. И после получения этой уже сметной положительного заключения
госэкспертиза. Фонд будущих поколений должен провести соответствующие процедуры, и строительные работы должны начаться в этом году. Я дал поручение в следующем году эти работы уже завершать. И это не только работы, которые будут касаться непосредственно площадки рядом с могилой Михаила Ефимовича, это в целом создание большого, крупного общественного пространства, в котором будет и мемориал Михаила Ефимовича, это и Малая академия наук, это и Николаев центр, это и старое здание школы, которое там имеется, это и Троицкая церковь. Вот это все должно быть объединено в единое общественное пространство, работы там много. Уверен, что с этой задачей мы справимся, и это как раз, знаете, именно создание этого мемориального комплекса, это не просто, скажем так, обустройство могилы, это как раз создание места, где люди смогут приезжать, в особенности молодежь, наши дети, и понимать, кто такой был Михаил Ефимович, что он сделал для Якутии, каков был его жизненный путь. Это, на мой взгляд, очень важно для сохранения связи поколений. Кроме этого, также мы рассмотрели и другие аспекты исполнения моего указа. По многим направлениям работа идет неплохо, многие пункты уже исполнены. Ну и я, конечно, дал еще поручение, чтобы никоим образом мы не забывали, что мы должны в городе Якутске поставить также памятник. Место его выбрано, общественное пространство, недалеко от АГАТО, ипподрома его. Большая площадь уже выделена. Сейчас идет, опять же, конкурс архитектурный по памятнику. Тоже много достаточно, как мне доложили, различных уже заявок поступило. И в сентябре месяце мы уже должны получить победителя, с которым дальше будет работа вестись, для того, чтобы эти работы уже по окончании, опять же, проектно-сметной документации мы могли в 2026 году уже начинать, для того, чтобы и в городе Якутске было место памяти, поклонения нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Эта работа обязательно будет мной лично контролироваться, и мы обязательно ее на самом высоком уровне, качественно, красиво, на многие века должны сделать. Действительно, без памяти о прошлом не получится проложить путь в светлое будущее. Айсен Сергеевич, на этом наши вопросы исчерпаны. Большое спасибо, что нашли для нас время. Будем рады видеть вас еще в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.